Дорогие уйгуры, друзья и все любители истории. Добро пожаловать на канал Biz Уйгурлар. Сегодня мы продолжаем документальную серию «Уйгуры Монгольской империи. Хроники династии Юань». Мы перевели для вас оригинальные китайские исторические хроники, главный и наиболее достоверный источник по истории Монгольской империи и династии Юань. Именно эти летописи рассказывают, как была создана, достигла вершины могущества величайшая континентальная империя в истории человечества. В 1260 году внук Чингисхана и сын Талуя, Хубилай-хан, стал великим ханом. А в 1271 году он официально провозгласил династию Даюань, Великая Юань, сделав своей столицей Ханбалык, современный Пекин. Эти хроники документально доказывают, что уйгуры были настоящим мозговым центром Монгольской империи. Уйгурские чиновники, военачальники, дипломаты, ученые, переводчики и администраторы стояли у истоков государственного строительства, налоговой системы, почтовой службы, культуры и нового мирового порядка Pax Mongolica. Именно благодаря уйгурам, их знаниям, имперскому опыту и преданности, кочевники-монголы смогли управлять огромными территориями от Кореи до Европы и создать просвещенную империю, которая во многом предвосхитила современную глобальную цивилизацию. Каждый ролик этой серии — это погружение в реальные события, имена и судьбу наших уйгурских предков, которые творили историю Великой эпохи. Приятного прослушивания! Ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с теми, кому важна настоящая и великая история уйгурского народа. Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 133. Жизнеописание 20. Уйгур Талишигуань, потомственный генерал монгольской армии, покоритель юго-запада Китая. Талишигуань, уйгур. Его дед, Басихуду Таньхуа Айхучи, в начале становления государства возглавлял 4 племени – уйгуров, аланов Алавэнь, меркитов Миецили и Кандлы-Басы. С войском следовал за монголами в походе на Сычуань и погиб в бою. Его отец, Тёгэчжу Таньхуа Айхучжи, по приказу Мункэ-хана управлял землями Хами, Суйсянь и других княжеских владений Цзунфань. Хундухай и Аландар подняли мятеж, схватили Тёгэчжу, заковали в кандалы и заключили под стражу. Тёгэчжу разбил оковы и бежал, явился ко двору Хубилая Шидзу. Ему был пожалована золотая пайдза, и он унаследовал должность отца. Было приказано вести подчиненное ему войско в карательный поход против мятежников. За заслуги он был пожалован одеждами, луком и стрелами, седлом и уздечкой. Также был послан следовать за князем Хулучи в карательном походе на Цзянтю в Сычуани. Покорил его, был повышен до Чжаоюнда Цзян Цзюнь, сияющий и доблестный великий военачальник. Фуду Юаньшуай, заместитель главнокомандующего Лалоса. Тунчжи, соруководитель управления Суаньвэй. На границе с Западным Тибетом тибетский вождь Била Чун перекрыл дорогу и не давал продвигаться. Тёгэчжу в бою отбросил его, и путь был открыт. Когда об этом доложили императору, он был награжден золотым тигровым скипетром, символом власти, а также был пожалован белым серебром и 2 кафтанами. Скончался на службе. Талишигуань сменил отца на посту генерала Уйде Цзян Цзюнь, стал заместителем маршала Лалоса и соруководителем канцелярии Сюаньвэй. На подчиненной ему земле были добытчики золота, и они были нестабильны и мятежны. Талишигуань отправился их усмирять. Губернатор Динчан Лугуна поднял мятеж и вместе с тысячником Аи переправил свои войска через реку Буширу. Талишигуань повел войска в бой, захватил Аи и казнил его. Народ Лалай в области Депинлу снова взбунтовался, и Талишигуань снова выступил и усмирил его. Земли царства Исибусю еще не подчинились, многие жители основали укрепления, укрываясь в труднодоступных местах. Провинции Юньнань было приказано направить 400 монгольских солдат Лалоса и 600 солдат Лауличжина под командование Талишигуаня, чтобы сопровождать левого канцлера Айлу в карательном походе на них. Талишигуань прибыл первым и захватил их крепость. Айлу приказал ему вести войска на Лоуй, достичь Лачуаня и захватить их заставу, добыть лошадей, коров и овец, чтобы снабжать воинов. Также приказал вместе с темником Удуманем напасть на земли Цэр.
Их вождь Тяши, спрятавшись в горном укреплении, не сдавался. Толи Шигуань первым взошел на стены и захватил его. Затем Айлу приказал Толи Шигуаню возглавить войска четырех левых крыльев и усмирить регион Исибусюэ. Был еще Мань Цзэтун, который поставил укрепление в горах Нату Юаньшань. Губернатор Синшен снова приказал Толи Шигуаню возглавить монгольские, цеуаньские и бэйские войска и вместе с советником провинции Цянчжэн Синшен Ахыбаши атаковать его. Цзэтун был в отчаянии и сдался. Толи Шигуань был повышен до заместителя командующего армией Фу Ваньху, с расширенными полномочиями. Мань Сигоу Чжесин и другие, а также Ачже судья Пань Гуань округа Вэйлун подняли смуту, полагаясь на труднодоступность местности. Толи Шигуань ночью ворвался и захватил их укрепления, мятежники разбежались. Затем он отправил войска прочесать горы и долины. В густых зарослях схватил Ачже и обезглавил его, а 500 с лишним дворов его народа сделал земледельцами. Толи Шигуань явился ко двору, был пожалован орденом Золотого Тигра с 3 жемчужинами. Он также был повышен до генерала Хуа Юаня, великий военачальник, усмиряющий Дали, министра мира Сюаньвэй Сылалоса, Тумен Гуань Цзюнь Ваньху, управляющий 10 000 военных дворов. По возвращении в свою столицу провел перепись населения, установил налоги, чтобы снабжать войска на поселениях Туньшу. В Чжуни и Бацеуй в области Чанчжоу подняли мятеж. Толи Шигуань по приказу правителя Юньнань выступил против них и добился их капитуляции, переселил их на равнины в области Чанчжоу. Командир гарнизона, Чжэнь Шоу, тысячник Жэнь Шило с 2000 человек из своего подразделения воспользовался моментом и сбежал. Расположился лагерем в области Вэйлун-Чжоу. Толи Шигуань сначала преградил ему путь и вынудил сдаться Шилу. Вскоре Толи Шигуань явился ко двору императора и скончался в столице. Его сын, Слунань Бань, был повышен до звания генерала, носил орден Золотого Тигра с 3 жемчужинами. Дослужился до должности Чжэнь Гошан Цзян Цзюня, верховный военачальник, утверждающий государство.